Nakhchi World представляет. Ассаламу алейкум. Приветствую всех посетителей нашего видеоканала. За прошедшие несколько передач в мой адрес поступило очень много вопросов, мнений, суждений. Ну и начать я хочу с гневной реплики в мой адрес касательно Кахетии. Вот что пишет из Грузии Диана Бубу или Бубу. Не знаю, где надо ставить ударение. Не вводите людей в заблуждение. Хевсуры, Тушины, Мохевцы – это грузинские племена. Они не имели другого языка никогда. То есть они всегда говорили на грузинском. Бацвийцы до сих пор язык предков помнят и говорят лучше вас. Ну, видимо, она знает, как я говорю на чеченском языке, и считает, что бацвийцы на своем языке говорят лучше, чем я говорю на чеченском языке. А как грузины за 100 лет забыли чеченский? Она спрашивает. Типа, как получилось, что они забыли чеченский язык? Не трогайте историю Грузии и грузинского народа. Чеченцы живут в Грузии, и никто их не заставляет забывать свои корни. Они развивают свою культуру, язык и самобытность, учатся на родном языке и молятся в своих мечетях. Если историю Грузии не хотите знать, читайте хоть Важу Пшавела. Поет из Пшавах и Всур. Так написала Диана Бубу или Бубу. Ну и так совпало, что в одной из своих передач я обещал поговорить насчет проживания на территории Кахетии чеченцев, кестин и вообще нахчийских племен и народов в древности. Ну и хочу начать со свидетельства доктора филологических наук, профессора, признанного специалиста по кавказским языкам, Георгия Андреевича Климова, который отмечает яркий некартвельский, то есть не грузинский характер топонимии древней Кахетии. Это замечание он делает, привожу источник, Климов об ареальной конфигурации протоиндоевропейского в свете данных картвельских языков. Журнал «Вестник древней истории» за 1986 год, номер 3, страница 158. То есть Климов отмечает, что в Кахетии выявляется слой топонимии, и эта топонимия, топонимика, эти топонимы несут ярко выраженный не картвельский, не грузинский характер. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что до картвелизации Кахетии там проживали какие-то другие народы или какой-то другой народ. Этот вывод следует из того, что написал Климов. Ну и посмотрим другие свидетельства. Вот в частности грузинский царь Александр I Великий, который жил в 15 веке, ну правил он в 1412 и до 1442 года. Он себя в своей титулатуре называет себя царем, властителем абхазцев, грузин, карабахцев и кахетин. То есть кахетинцы в этой титулатуре такой же чужеродный народ для грузин, как абхазцы, карабахцы, ну и как абхазцы и карабахцы. Это свидетельство приведено в актах Кавказской археографической комиссии, ну сокращенно АКАК обычно пишут. Том 1, Тифлис, 1866 год, страница 5. То есть мы видим, что в 15 столетии карабахцы не были грузинами.
И об этом прямо свидетельствует грузинский царь Александр I Великий, который жил в первую половину 15 века. То есть в первой половине 15 века, во всяком случае, кахетинцы не были грузинами. Ну и дальше. Через 3 столетия известный грузинский географ, историк Вахушти Багратиони, он отмечает, что кахетинцы, читаю, цитирую, одеты по-грузински, язык и вера у них грузинские, и сами составляют паству грузинского католикоса. Об этом Вахушти Багратиони пишет в своей книге «География Грузии. Тифлис, 1904 год» на странице 102. То есть мы видим, что ко времени Вахушти, а это первая половина 18 века, то есть через 3 столетия, через 300 лет после свидетельства царя Александра I Великого, Вахушти Багратиони уже констатирует, что кахетинцы одеваются как грузины, говорят как грузины и являются паствой грузинского католикоса. То есть он констатирует, что кахетинцы уже огрузинились. Но, тем не менее, он отмечает, что кахетинцы считают своими дзурзуков, глигвов и кистин, а они, то есть дзурзуки, глигвы и кистины, не ведают об этом с того времени, как отпали. Это та же самая книга «География Грузии», страница 110. То есть сама констатация того, что кахетинцы уже говорят по-грузински, одеваются как грузины и являются паствой грузинского католикоса, свидетельствует о том, что в более ранние времена они не одевались как грузины, не говорили по-грузински и не являлись паствой грузинского католикоса. Ну или являлись, если были христианами. Ну и тут же Вахушти Багратиони уточняет, что кахетинцы считают своими, то есть по крови, жителей Северного Кавказа, то есть, грубо говоря, чеченцев и ингушей 18 века, которых в грузинских письменных источниках традиционно называли дзурзуки, глигвы и кистинцы. Но если мы перейдем в 19 век, когда уже стали исследовать и язык, и историю жителей Кахетии, особенно горной части Кахетии, которая примыкает к Чечне и Ингушетии, то убедимся в том, что предками кахетинцев являлись нахчийцы. В 1834 году этнограф и историк Евецкий пишет, что хивсуры являются горцами кистинского происхождения. Об этом он пишет в своей работе «Статистическое описание Закавказского края», издано в Санкт-Петербурге в 1834 году, глава 6, параграф 24, страница 28. И чуть ниже Евецкий добавлял, что в его время, то есть 30-е годы 19 века, хивсурский язык сильно смешался с грузинским и осетинским. Это в той же работе, глава 6, параграф 28, страница 30. То есть Евецкий фиксирует момент, когда хивсуры переходят с кистинского, то есть нахчийского языка на грузинский. Уже в 1926 году исследователь Пожидаев, он пишет, что незадолго до его времени, то есть до 20-х годов 20 века, у хивсур 3 общества, и он называет эти общества шатильцы, перекительцы и архотовцы. Они были двуязычными. То есть они одинаково свободно говорили и на чеченском языке, как он пишет, и на грузинском языке. То есть хивсуры к тому времени не забыли чеченский язык. То есть 3 общества из 5 хивсурских обществ, они знали чеченский язык еще в 20 веке. В первой трети 20 века. Об этом вы можете узнать из книги Пожидаева
горцы Северного Кавказа, ингуши, чеченцы, хивсуры, осетины и кабардинцы. Издано в Москве и Ленинграде в 1926 году, страница 20. Если Пожидаев относил чеченоязычие хивсур к предшествующим временам, то есть недалекие времена от 20-х годов 20 века, то грузинский этнограф князь Эристов, иногда его фамилию пишут Эристави, сам уроженец Кахети, в 1855 году он засвидетельствовал чеченоязычие хивсур как современное ему явление. Он писал: «Тушинские два общества, Цовское и Перекительское, и хивсурские, Архотионе, Шатилионе, Перекительское, кроме грузинского, говорят еще кистинским, чеченским наречием. Остальные хивсуры и пшавцы говорят таким древним грузинским языком, что едва ли половина нынешних жителей долин Грузии поймет их». То есть что получается? И тушины, то есть два общества, Тушин-Цова, Цова-Тушины, это те бацпийцы, которые и сегодня говорят языком близким к чеченскому языку. И пшавы говорят, они говорят на чеченском языке, как он прямо пишет. И те же самые три общества, которые перечислял и Пожидаев, это Архотионе, Шатилионе и Перекительский, они говорят также как на чеченском, так и на грузинском. Что касается остальных двух хивсурских обществ, то они говорят таким своеобразным грузинским языком, как считают Эристов, таким древним грузинским языком, что половина грузин не поймет их языка. Об этом вы можете прочитать в работе Эристова о Тушино-Пшаво-Хивсурском округе. Записки Кавказского отдела Императорского русского исторического общества. Книга 3, 1855 год, страница 83. И неудивительно, что хивсуры владели именно чеченским языком, потому что они проживают на границе с чеченцами, частично с чеченцами, частично с ингушами. И географически вот эти перечисленные три общества хивсурские, которые были двуязычными, знали и чеченский, и грузинский языки, фактически они живут на Северном Кавказе, потому что географически Кахетия, горная часть Кахетии, она переходит и на Северный Кавказ. И о том, что чеченцы контактировали с хивсурами, у них было очень много общего, в том числе и в языке, свидетельствует Камарули в своей работе «Хивсурия. Очерки. Тифлис, 1929 год, страница 5». Я специально беру вот такие старинные письменные источники, потому что они, в отличие от современных, они лишены такой спекулятивности политической и очень часто отражают истинное положение дел. Известный чеченский языковед Дишириев, он отмечает следующее. В горной Тушетии в Грузии, на границе с Чечено-Ингушетией, есть село Парсма, в котором жили в 1948 году грузины, перекительские тушины. Среди них встречались старики, хорошо знавшие чеченский язык. Их жилища во многом напоминали жилища чеченцев в горных районах. Среди них широко были распространены чеченские песни, танцы, некоторые обычаи. Топонимы этой местности также связаны с названиями некоторых чеченских тайпов, родов. Например, названия двух сел, среди развалин которых сохранились такие же крепости и боевые башни, которые мы находим в горных районах Чечено-Ингушетии, почти совпадают с названиями двух чеченских тайпов, родов.
Цонтрой и Чинхой. Об этом пишет Диширию в своей фундаментальной работе «Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения исторического развития горских кавказских народов», издано в Грозном в 1963 году, страница 126. То есть в 20 веке еще, в середине 20 века, тушины, которые сегодня считаются грузинами, они старики, среди них они помнили чеченский язык, помнили чеченские песни, исполняли чеченские танцы, и топонимы этой части Тушети, они совпадают с названиями некоторых чеченских тейпов, в частности Цонтрой и Чинхой. Идем далее. Был такой автор, как Зубарев, автор 19 века. Он исследовал эти районы непосредственно, и вот что он свидетельствует. Тушины, пшавы и хевсуры говорят испорченным грузинским языком, с примесью слов кистинских. Тушины перекительского и цовского обществ говорят и по-кистински, ибо они происходят от кистин. Зубарев, поездка в Кахетию, Тушетию, Пшавию, Хевсурию, Иджара, Белоканскую область. Русский вестник, том 2, 1841 год, страница 531. То есть Зубарев в 19 веке подтверждает то, что в 20 веке, в середине 20 века застал Юнус Дишевиевич Дишевиев. Вот грузинская исследовательница Очиаури, она отмечает, когда горные районы Восточной Грузии, пишет она, усеяны нахскими топонимами, и эти топонимы нельзя приписать грузинам, уже сам напрашивается вопрос о том, не проживало ли здесь некогда население нахского происхождения. Собранный автором материал, то есть собранный непосредственно ею материал, и научный его анализ свидетельствуют о том, что на территории горных областей Восточной Грузии или на ее части в определенный отрезок времени жили нахи и оставили там свои топонимы. И далее. В предыдущем разделе диссертационной работы выяснено, что древние обитатели Шатильского ущелья Анаторели были по происхождению кистинами, то есть чеченцами. Как Шатильское, так и Мигмо-Хевское ущелье само местное население считает принадлежавшими некогда кистинам, а впоследствии насильственно захваченными жителями Южной Хевсуретии. Об этом Ачиаури пишет в своей работе «Опыт изучения этнической истории горцев Восточной Грузии по мифологическим сказаниям». Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Тбилиси, 1969 год, страница 43. Ну, тут спорить не с чем, кроме одного момента. Северные хевсуры, которые говорили на чеченском языке, они не были завоеваны южными хевсурами, а просто перешли вслед за южными хевсурами на грузинский язык. Почему перешли, это тоже понятно, потому что хевсуры исповедовали христианство, христианство к ним пришло из Грузии, из Картлии, и вместе с христианством пришел и грузинский язык, язык богослужения. Язык богослужения, язык Библии, Евангелии. И, естественно, поскольку этот язык, он был как бы востребован и религиозным уже самосознанием хевсур, и имел какие-то политические преимущества, то есть, чтобы сделать какую-то карьеру, нужно было владеть грузинским языком, и поэтому этот язык стал распространяться среди хевсур. Ну и сначала перешли на грузинский язык южные хевсуры, а вслед за ними и жители северной Хевсуретии. И, естественно, никакого завоевания там не было. Там происходила ассимиляция.
И далее. Ну, известно, многие цитируют это высказывание академика Марра, который говорил, писал: «Не скрою, что и грузинские горцы, в числе Хевсура и Пшавы, мне сейчас представляются грузинизированными племенами чеченского народа». Об этом Мар писал в работе к истории передвижения ефетических народов с юга на север Кавказа. Известие Императорской академии наук, выпуск 6, номер 15, Петроград, 1916 год, страница 1408. Ну, подобными высказываниями, конечно, не исчерпывается тема нахчийского этнического облика древней и средневековой Кахетии. Вот что, к примеру, пишет армянский ученый Картумян. Он пишет: в горных областях Восточной Грузии, южные отроги центральной части Большого Кавказского хребта, а также в исторической области Древней Грузии, Кахетия, границы которой на севере доходили до главного Кавказского хребта, наряду с картвельскими грузинскими племенами жили многочисленные горские племена, которых следует относить к особой нахской или вайнахской, чечено-ингушской языковой группе иберийско-кавказских языков. Нахская группа включает языки чеченский, ингушский и батвийский. Поэтому естественно, что здесь на стыке двух историко-культурных миров взаимовлияние различных этнических образований Кавказа было особенно велико. Работам Картумяна называется «Этнический состав населения Центрального Кавказа в IX-X веках». Историко-филологический журнал, 1976 год, номер 4, страница 166. То есть, как мы видели, армянские ученые констатируют, что нахчийские племена и народы жили непосредственно в Кахетии и в других местах горной Грузии. И что именно на стыке вот этих регионов южных склонов Большого Кавказа и северных склонов происходило интенсивное взаимовлияние картвельских и нахчийских элементов этноязыковых. Наряду с хевсурами и пшавами, которых академик Мар относил к грузинизированным племенам чеченского народа, как мы отмечали, грузинский ученый Гараканидзе считает, что и тушины, не только цовы тушины, бацпийцы, но и все тушины, это огрузинившиеся нахчийцы, принявшие христианство. Об этом Гараканидзе пишет в работе «Грузинское деревянное зодчество». Тбилиси, 1959 год, страница 149, примечание 6. Ну и поскольку христианство пришло в нахчийские районы древней Кахетии от грузин, то, как я уже говорил, грузинский язык, ставший языком богослужения, а также языком письменности и чтения, потому что Библию, Евангелие, обращенные в христианство, местные жители горной Кахетии, они читали по-грузински, естественно, грузинский язык распространился среди них, вытеснив местный нахчийский язык, который, тем не менее, как я зачитывал выше, еще в XIX веке многие хевсуры были двуязычными, то есть хорошо знали и грузинский язык, и чеченский язык. И даже в XX веке, в 1926 году, исследователь Пожидаев констатировал, что незадолго до его времени 3 общества из 5 хевсурские, они были двуязычными. Говорили и на грузинском, и на чеченском, как он пишет. Востоковед Генка, он также отмечает, что древнейшим, по его мнению, очагом происхождения чечено-ингушских сообществ была Тушетия. То есть он вообще считал, что сами чеченцы и ингуши
происходят из Тушетии, что Тушетия является их прародиной. И что эти районы, как он отмечает, позже стали, грузинизировались. Об этом Генка пишет в работе «Из культурного прошлого ингушей. Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии наук СССР». Том 5, Ленинград, 1930 год, страница 732. Более того, Генка пишет, что, цитирую, «Весь район военно-грузинской дороги входил в сферу древнейшего расселения чеченских ингушских племен, ныне разделяющих свое пребывание здесь с астинами и грузинами-моховцами». Это в той же работе, страница 703. Факт проживания кистинцев наряду с зурзуками и глигви в Кахетии подтверждается грузинскими источниками 17 века. Я поясню, считалось, что кистинцы, чеченцы, кистинцы, которые ныне живут в Панкисе, в Грузии, что они появились на территории Грузии в 19 веке, в эпоху имамата Шамиля. И что они ушли туда, некоторые горные чеченские общества переселились в Грузию, не соглашаясь с жесткими законами шариатскими, которые вел на территории Чечни имам Шамиль. Но вдруг выясняется из грузинских источников, что кистинцы проживали в Грузии на территории Кахетии еще в 17 веке. Так, в сочинении Арчилиани, написанном в 1681 году, царь Теймураз I свидетельствует, читаю: «Мы отправились на охоту, были в Шуамте, на Гомборе, в Тианетии Эрцо. Местности эти были полны дичью, зайцами, перепелами, а иора форелью. Встречали нас дедойцы, тушины, пшавы, хевсуры, кистины, глигви и дзурдзуки. И приносили в подарок чохи, бурки, черных баранов. Выходили навстречу и здешние женщины, имеющие тонкие талии, белые лица и черные волосы». Вот это свидетельство приводит в своей книге Вахушти Багратиони. Это «География Грузии», Тифлис, 1904 год, страницы 123-124, примечание 297. Глигви, я поясню, это ингуши, галгаи, дзурзуки, это общее наименование чеченцев и ингушей в грузинской, армянской, арабской традиции. То же самое можно сказать о названии кистинцев в то время, это общее обозначение чеченцев и ингушей. И как известно, в Чечне проживает Тейп Чартой. В некоторых преданиях этого Тейпа повествуется, что они переселились на территорию нынешней Чечни из Грузии. И одним из самых таких ярких свидетельств тому является наличие в древней Кахетии области Чарталети. Об этой области написано в карте Сховриба, в своде грузинских летописей. Эта область упоминается с очень древних времен, то есть она соотносится со временем второго царя Грузии, Саурмага. То есть это где-то 3 век до новой эры. И вот что пишет известный грузинский историк Меликишвили, что, цитирую, «Первоначально Чарталети, по-видимому, являлся более широким понятием и включал в себя всю Кахетию». То есть вся Кахетия в древности она являлась в политическом смысле, в этнографическом смысле Чарталети. А Чарто – это чеченский тейп, который хорошо известен в Чечне, живет в Чечне. И добавим еще и свидетельства арабских средневековых источников, которые отмечают, что всю Кахетию называли Цанарети.
И получается, что Кахетия носила как бы два параллельных названия. С одной стороны Чарталети, это название связано с чеченским тайпом Чартой, а с другой стороны Цанарети. А это название связано с названием народа цанаров, древнего народа, хорошо известного в историографии, который также многими учеными относится к чеченцам. Но, в частности, о том, что Кахетию называли Цанарети, свидетельствует грузинский ученый Цулая в своих комментариях к древнегрузинскому произведению Джуаншера Джуаншериани. Работа называется «Жизнь Вахтанга Гаргасала». То есть древний грузинский автор Джуаншер Джуаншериани написал «Житие Вахтанга Гаргасала», а перевод, введение и примечание к этой работе сделал Цулая. Вот в своих комментариях к этой работе, изданной она в Тбилиси в 1986 году, на странице 47, в примечании 130, Цулая отмечает, что в средневековых арабских произведениях Кахетию называли Цанарети. Ну и как выше я приводил высказывание историка Меликишвили, Кахетию называли также и Чарталети. И из этого напрашивается вывод, что жители Чарталети, то есть чеченский тайп Чартой, они родственны цанарам. Ну и о том, что цанары являлись чеченцами, пишет английский ученый, Минорский, но он имеет российские корни, но являлся английским ученым, тем не менее. В своей работе «История Ширвана и Дербента в X-XI веках», изданном в Москве в 1963 году, страницы 210-211. Вот в этой работе Минорский свидетельствует, что цанары являлись чеченцами. Но это не единичное мнение. Также считают и считали российские ученые Новосельцев, Пашуто и Черепнин. Но их общая работа называется «Пути развития феодализма. Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика. Москва, 1972 год, страница 40». То есть эти ученые считают, что цанары являлись, как они пишут, народом вайнахского происхождения. То есть народом, родственным чеченцам и ингушам. Ну и, как мы заметили вот выше в своих сопоставлениях, цанары являлись фактически как бы параллельным названием тайпа Чартой. Ну и как уточняет чеченский историк, языковед Чакаев, Кети Чакаев, к цанарам своими корнями от цанар происходит также чеченское общество Чанти. То есть Чанти и тайп Чартой, они являются как бы этническими восприемниками цанаров. Ну и снова напомню, Кахетия носила параллельные названия. С одной стороны Чарталети, с другой стороны Цанарети. И чартойцы и цанары, оба эти народа являлись народом махчийского чеченского происхождения. Ну и какой след оставили цанары в истории Кахетии и вообще Грузии? Об этом пишет уже упоминавшийся мной армянский историк Мкртумян, который отмечает, что именно из среды цанаров выдвинулась правящая династия Кахетинского царства в лице Мтавара Григола. Произошло это, Григол правил, или это годы его жизни, скорее всего, 786-827 годы. То есть он жил в 8-9 веках. И который, вот этот Мтавар Григол, цанар по происхождению, который стал сначала князем кахетинским, потом и царем, он распространил свою власть и на какие-то районы Картли, Грузии, которые примыкали к долине реки Арагвы.
Об этом Картумян пишет в своей работе к вопросу об образовании феодального княжества Кахетии. Историко-филологический журнал, 1972 год, номер 1, страница 232. То есть цанары не только жили в Кахетии, но и явились как бы создателями Кахетинского княжества, которое позже стало Кахетинским царством. Ну и распространяли свою власть, ну об этом пишет в частности арабский историк, которого называют Геродот Востока, Аль-Масуди. Он пишет, что цанары, земли цанар доходили вплоть до Тбилиси. То есть это был очень мощный народ, который в IX веке, 842 или 3 год, ну там говорится зимой, ну зима могла быть и в 42 году, и в начале 43 года. Они разгромили армию багдадского халифа во главе с Бугой Аль-Кабира, который пришел наказать тбилисского эмира Исхака бен Исмаила. То есть происходила как бы гражданская война внутри багдадского халифата, и в этой гражданской войне одних мусульман с другими цанары примкнули, стали союзниками тбилисского эмира Исхака бен Исмаила, и столкнувшись с армией Буги Аль-Кабира, они разгромили эту армию. То есть это был очень сильный народ в средневековом Закавказье. Ну и, конечно, нахчийские племена, народы жили не только в Кахетии, вот, например, Южная Осетия, регион Южной Осетии. Вот грузинский ученый Гамрикели, собрав огромное количество исторического материала, он приходит к выводу, что вот это юго Остины, двалы, цитирую, двалы, будучи сначала обособленным иберо-кавказским племенем, ближе всего стояли к группе вайнахских племен. Причем под вайнахскими племенами следует разуметь не современный чечено-ингушский народ, а те этнические единицы, из которых позже сложилась вайнахская народность. Об этом он пишет в книге «Двалы и двалетия» в 1-15 веках новой эры, Тбилиси, 1961 год, страница 145. То есть Гамрикели констатирует, что юго-осетины до своей языковой иранизации и грузинизации, потому что частично они слились с остинами, а частично с грузинами, то есть до этой ассимиляции они были народом родственным современным чеченцам и ингушам. Не прямо чеченцы и ингуши, а каким-то другим народом, который был родственен чеченцам и ингушам. Кстати, об этом же свидетельствует в географии Грузии Вахушти Багратиони, который относит двалов к зурзукам. Ну, а зурзуки, как я уже говорил, это общее наименование чеченцев и ингушей. Это подтверждает и остинский ученый Техов, который пишет: интересно отметить, что две главные реки на территории Южной Осетии, Большая и Малая Ли-Ахви, носят название, объясняемое из вайнахских языков. Этот гидроним более в чистой форме сохранился в остинском языке, где он передается Леуахи, стыр Леуахи, чисел Леуахи. Леуа, Леуа по-вайнахски снег, ну луа по-чеченски. Ледник, ахи, вода. Действительно, эти реки берут свое начало в вечных снегах, расположенных в высокогорных районах Южной Осетии. Этот гидроним и некоторые другие топонимы свидетельствуют о пребывании на данной территории вайнахских племен. Книга Техова называется «Центральный Кавказ в XVI-X веках до новой эры. Москва, 1977 год», страница 193. Ну и мнение Техова о нахчийском субстрате современных остин хорошо согласуется с изысканиями
языковеда Абаева, остинского языковеда Абаева, которые привели его к такому выводу, цитирую. Языковые факты свидетельствуют о тесных культурно-языковых связях между остинами и вейнахскими племенами. Ряд лексических схождений ведет от чеченского прямо к остинскому, минуя ингушский. Мало того, некоторые из этих схождений связывают чеченский с западным дигорским диалектом остинского языка, минуя иронский. Эти схождения отражают более древнюю картину расселения племен, не засвидетельствованную историей. Все вместе указывает на большую древность и глубину осетино-вейнахских связей. Работа Абаева называется «Остино-вейнахские лексические параллели». Известие Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории языка, литературы, том 1, выпуск 2. Грозный, 1959 год, страница 89. Ну и подытожить все эти высказывания можно мнением грузинского историка и лингвиста Утургаидзе относительно того, что диалекты грузинского языка Восточной Грузии, в том числе и Кахетии, сложились на древней нахской, чечено-ингушском, басбийском субстрате. Эту цитату приводит Волкова в своей книге «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. Москва, 1973 год, страница 125». Примечание 3. Эта работа, она издана на грузинском языке, поэтому нам она доступна только в изложении Волковой, которое я привел. Ну и возвращаясь к реплике Дианы, скажу, что вот все эти свидетельства, а их очень много, можно было бы еще их приводить, но это займет долгое время. Все эти исторические и научные свидетельства, они являются доказательством того, что на территории Кахетии проживали или прямо чеченцы, ингуши или какие-то племена родственные, древние племена и народы, родственные современным чеченцам и ингушам. И что это означает в научном смысле? В научном смысле это означает, что изучая историю Кахетии, древнюю и средневековую, чеченцы, чеченские исследователи, чеченские историки никоим образом не покушаются, как опасается Диана, на грузинский народ, на грузинскую территорию, на достоинство грузинского народа. Они просто изучают свою историю, свою этническую историю, потому что очень много в культурном, этническом смысле чеченцев связывает с грузинами, особенно с горными районами Грузии, как мы только что убедились. И многие какие-то неясные аспекты чеченской истории, они могут быть восстановлены, реконструированы с помощью изучения истории Кахетии. И что это означает в политическом смысле? В политическом смысле это никоим образом не означает того, что чеченцы имеют какие-то виды на ту территорию. Это абсолютно бред. Это очень далеко от действительности. И изучение какой-то территории в научном смысле никоим образом нельзя расценивать как какие-то претензии на эту территорию, на этот регион. Вот что я хочу сказать. Есть огромное количество грузинских ученых, историков, языковедов, которые изучают, к примеру, чеченский язык, чеченскую территорию, чеченскую топонимику и так далее. И чеченцам никогда в голову не приходит считать, что это является как бы покушением на чеченскую территорию, на чеченское достоинство. Совсем наоборот, чеченцы благодарны грузинским историкам за то, что они тратят усилия на выявление исторических, лингвистических фактов в Чечне, чеченского народа. И
такую же благодарность, мне кажется, должны испытывать и грузины в отношении чеченских исследователей, историков, языковедов за выявление вот фактов нашего древнего родства, фактов древней этнографической ситуации на территории Закавказья. Ну и на этом я хочу завершить вот свое сегодняшнее выступление. Благодарю всех за внимание. До новых встреч. Адика Элша. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы узнать о новых обновлениях. Спасибо за просмотр.